Наш эфир продолжит актуальное интервью. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Для более динамичного развития экономики в условиях санкционного давления требуются не только испытанные механизмы поддержки тех или иных отраслей. Экономике необходимы новые инвестиционные проекты. Многие действующие инвестпроекты сосредоточены в территориях опережающего развития. Планируется ли расширение таких территорий? Об этом мы не только. Мы поговорим с гостьей нашей студии. Это Майя Данилова, министр экономики республики. Майя Андреевна, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, наверное, давайте начнем наш разговор о ситуации в экономике в целом, как отразилось внешнее санкционное давление на экономические и социальные показатели у нас в республике, как сейчас ситуация с объемом привлекаемых инвестиций в основной капитал. Экономика по итогам января-июня продолжает расти. Индекс промышленного производства превысил 14%. И это не только накопленный эффект. Да? Мы видим, что в июне месяце по отношению к маю месяцу промышленное производство увеличилось практически на четверть. Индекс добычи алмазов составляет 6,5%. Для нас это сейчас тоже очень важно. Добыча золота также увеличилась на 6,5%. Ну и более семимильными темпами, конечно же, растет добыча природного газа. Там показатели более 30%, добычи угля. В результате что мы имеем? Да, мы имеем увеличение практически 2 раза прибыли рентабельных предприятий по отношению к прошлому году. Сейчас объем прибыли по экономике составляет более 230 миллиардов рублей. И, соответственно, растут бюджетные доходы. Бюджетные собственные доходы составили 112 миллиардов рублей за январь-июнь текущего года. Это на 43% выше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Но мы, конечно же, смотрим, отслеживаем и те результаты мер, которые были приняты правительством Российской Федерации, правительством республики. Инфляция, значит, темпы ее снижаются. В январе по отношению к маю это 0,2%. Номинальный рост заработных плат, мы в нем также видим те решения, которые были приняты по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. И вот этот рост превышает инфляцию на 2,3%, да, то есть имеется реальный рост доходов населения. Что касается инвестиций в основной капитал, то их объем, вложенный в республику, превысил 170 миллиардов рублей. По-прежнему, да, предприятия не отказываются от проектов, связанных с Эльгинским угольным комплексом. Значит, Нежданинский, комплекс тоже вышел на проектную мощность. Севаклинское месторождение железных руд также в этом году отгрузит свои первые, руды. Ну и в государственных инвестициях тоже, не снижаются темпы. В этом году 55 миллиардов рублей – это объем инвестиционной программы республики. И в 2022 году планируется ввести 72 социальных объекта. Это абсолютный практически рекорд за последние годы. Ну и продолжая тему инвестиций, известно, что одним из главных элементов системы улучшения все-таки инвестиционного климата в регионах России является национальный рейтинг. В последнее время методика рейтинга немного изменилась, и в этом году Якутия заняла 13-е место и уверенно закрепилась в топ-15. Ваши оценки этого итога? Да, действительно изменилась методика. Методика обновлена практически на 40%. Появилось 27 новых показателей. И, соответственно, мы, конечно, смотрим себя, как условия бизнеса в республике ведут себя по отношению к условиям бизнеса в других регионах. Да, вот что важно. Поэтому рейтинг, он оценивает усилия не сами по себе. Если, например, мы думаем, что у нас достаточно хорошие показатели, но при этом другие регионы, да, создают более условия благоприятные для бизнеса, то мы, соответственно, в рейтинге немножко начинаем отставать. Но для нас важен не сам рейтинг, а важны тот отклик у бизнеса, который получаем в результате, возможно, тех нетривиальных мер, которые принимаются, например, на которые не идут многие регионы. Да. У нас до самых минимальных снижены ставки по упрощенной системе налогообложения. Мы также докапитализировали фонд поддержки предпринимательства. И все-таки для нас более важна все-таки вера бизнеса в то, что власть их слышит и видит. Но когда была дана оценка итогам этого национального рейтинга, скажите, какие сильные стороны, какие слабые стороны удалось обнаружить в инвестиционной ситуации у нас в регионе? Да, мы, конечно же, оценили итоги того рейтинга, который был представлен на Петербургском международном экономическом форуме.
По 12 показателям наблюдается у нас положительная динамика. Это и регистрация прав собственности, да, которая у нас занимает 9 дней. Это и показатели среднего времени подключения к энергосетям. Это в среднем также 40 дней. Да. Это тоже практически одна из лучших практик в Российской Федерации. Как всегда, бизнес положительно оценивает открытость власти, портал малого и среднего предпринимательства, инвестиционный портал. Да? Также оценивает работу первого лица, его открытость и вот работу Координационного совета по защите прав предпринимателей тоже очень положительно было оценено. По тем показателям, которые вызывают опасения, это все-таки давление на бизнес. Это новые показатели, и практически каждый третий предприниматель в той или иной мере сталкивался с этим силовым давлением, в том числе и во время проверок, да, которые проводят контрольно-надзорные органы. И очень часто бизнес говорит о том, что сложные, непонятные проверки и очень много непрофилактических таких вот мероприятий проводят контрольные органы. Это Федеральная налоговая служба, да, ну, это традиционно, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Ространснадзор, как ни странно, и Роструд. Вот эти основные вот территориальные органы, федеральных органов исполнительной власти, которые показывают такой вот жесткий контроль за проверками. Но в этом году введен мораторий на плановые и внеплановые проверки. Прокуратура следит за соблюдением этого моратория, ну и проверки могут проводиться только если есть прямая угроза для ущерба здоровью и жизни людей. Насколько я знаю, очень такой хороший, добрый отклик получила инициатива главы государства Владимира Путина о полном моратории на все плановые и внеплановые проверки, и бизнес реагировал довольно-таки положительно. Ну, говоря о рейтинге, который был озвучен на Петербургском экономическом форуме, есть ли что-то, что, скажем так, вас удивило, какие-то показатели? Да. В течение 6 лет проводятся результаты национального рейтинга, и в нем, конечно, есть показатели, по которым мы традиционно отстаем. Мы как-то к этому привыкли. Это, в первую очередь, транспортная доступность, да, с нашей территории. И вот все-таки мы увидели результаты того ускоренного ремонта, модернизации автодорог. В последние 2 года вводится в республике не менее 500 километров автодорог, и этот уровень будет сохраняться в этом году, и в дальнейшем также расширяться. И всегда были в отсталой самой группе. И вот по итогам текущего рейтинга выбрались в предыдущую группу. Это приятно удивило. Также очень хорошо, хорошую динамику показала оценка качества предоставления консультационных, образовательных услуг центрами «Мой бизнес». В прошлом году было создано 5 таких центров «Мой бизнес», сейчас в республике их 19. Они предоставляют полный расширенный перечень услуг. Министерство предпринимательства провело очень хорошую кадровую работу, да, проводит обучающие семинары для бизнеса. Это бизнес очень позитивно оценил. Ну и в целом мы, конечно, надеемся, что все усилия и власти, и встречные усилия бизнеса позволят нам в республике построить очень понятные и простые условия для ведения бизнеса в России. Это наша цель номер 1. Вот что касается как раз-таки ведения бизнеса, но у нас в республике есть ли какие-то представления о том, как еще можно, скажем так, упростить жизнь представителям малого и среднего предпринимательства именно у нас в регионе? Да, безусловно, мы, когда видим результаты нацрейтинга, мы видим лучшие практики. Да? Например, у нас среднее время предоставления земельного участка в аренду составляет 37,5 дней. Нам кажется, это все замечательно, все хорошо, но есть регионы, в которых делается на 10 дней быстрее эти все процедуры. Да? И, соответственно, мы перенимаем опыт у таких вот регионов, и сейчас составили такие так называемые алгоритмы, да, свод инвестиционных правил, в которых прописываем весь клиентский путь, указываем каждый процесс, сколько времени занимает, какие документы требуются на каждом шагу. Утвердили этот свод инвестиционных правил, и каждое министерство сейчас работает с этим сводом, чтобы на каждом шаге упростить и облегчить процедуры.
Ну и вернемся к инвестиционному климату. У нас в республике опять же какие-то в ближайшее время шаги со стороны руководства республики будут ли предприняты, чтобы этот климат, несмотря на стремительное и уверенное движение по национальному рейтингу вверх, все-таки еще улучшить? Ну, я уже повторюсь, да, это свод инициационных правил. Мы проходим весь клиентский путь вместе с бизнесом и облегчаем процедуры, оцифровываем эти процедуры, это во-первых. Во-вторых, продолжаем открыто говорить о проблемах и решать их. В-третьих, мы видим очень большой пласт работы, связанный с ростом тарифов, да, в том числе на коммунальные услуги. И здесь тоже готовятся определенные решения, и мы, я надеюсь, в ближайшее время их сможем анонсировать. Ну, я больше чем уверен, что все именно так и будет. Майя Андреевна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго вам. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью» об инвестиционном климате у нас в республике и развитии экономики. Мы разговаривали с гостьей студии Майей Даниловой, министром экономики Якутии. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.